поскольку главным фактором и главным действием Крымско-Татарского народного фронта будет работа в правовом поле Украины, не так давно, а именно 23 января, в Евпатории произошел случай, который является самой красноречивой иллюстрацией того, к чему приводит отсутствие закона о восстановлении прав и реабилитации крымско-татарского народа. Зимой, в зимнее время, была выселена крымско-татарская семья из своего жилища. Сейчас не стоит вопрос, насколько правомерно она его занимала, были ли у нее основания там жить. Главное в том, как проводилось это выселение. Нет таких норм, которые требуют выбрасывать на улицу малолетних детей. Нет таких норм, которые разрешают выселение семей с несовершеннолетними детьми в зимнее время. Сегодня в зале присутствует Ирихова Эльмира Ханум, которая расскажет вам о том, как и что происходило в Евпатории. И еще раз повторю, это будет самым ярчайшим проявлением того, к чему приводит отсутствие закона о восстановлении прав крымско-татарского народа. Селям алейкум. 26 октября в Евпатории из подвала многоквартирного дома по улице 9 мая были принудительно выселены 10 семей. Это 32 человека, включая малолетних 10 детей и, в общем-то, пожилую женщину. Она действительно, это моя мама, она была депортирована в Кукусевиль, проживавших там с 1994 года. 23 января 2012 года из подвала многоквартирного дома в Евпатории по улице Чапаева была выселена семья Минаджиева Марлена с 4-летним сыном и 8-месячной дочерью. Сейчас получила предупреждение ГИС семья Ариповых по улице 60 лет по ЛКСМ. Выселение ожидают еще несколько десятков семей бывших работников, которых поселили в общежитии Треста Евпатория строй с обещаниями скорого строительства для них квартир. Таким образом, руководство города в лице городского головы Даниленко с молчаливого согласия Меджлиса в лице Мустафы Джемилева пытается снять с себя ответственность за то, что в течение 20 лет должным образом не занимались проблемами репатриантов и самой острой жилищной проблемой. За 20 лет в городе не построено ни одного многоквартирного дома. Прервано едва начавшееся сотрудничество с Международным датским фондом. Выкупленные на средства госбюджета квартиры получили в основном работники исполкома из Управления межнациональных отношений, их близкие и дальние родственники. Общежитие бывшего Треста Евпатория строй, куда были поселены семьи работников специализированного ПМК, в настоящее время оказались проданы вместе с проживающими там людьми. Пока шла иностранная помощь, проживание там в этих помещениях татар считалось как бы легальным, их всем показывали. Когда помощь прекратилась, решили, что они вселились туда самовольно и вот таким образом через суды их выселяют. Мы, ниже подписавшиеся, требуем прекратить выселение семей репатриантов и обеспечить этим семьям социальное жилье, безотлагательно выделить земельные участки желающим начать строительство. Мы категорически осуждаем подобную практику решения проблем репатриантов, крымских татар, и требуем немедленно прекратить бесчеловечные акции против беззащитных людей. Мы обращаемся к президенту, премьер-министру, генеральному прокурору Украины инициировать расследование фактов бесчеловечных выселений семей крымских татар-репатриантов в городе Евпатории и наказать виновных. Также мы обращаемся в Европарламент, ОБСЕ и международным правозащитным организациям дать надлежащую оценку действиям государственных органов Евпатории. Салам алейкум.